На церемонии закрытия присутствуют гости из разных городов России. На протяжении длительного времени участники конкурса разрабатывали кинопроекты, которые были замечены и, на взгляд жюри, заслужили отдельного внимания и поддержки. В конкурсе 10-го юбилейного кинофестиваля «Золотая башня» принимались фильмы, произведенные не позднее 2020 года. В номинациях «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный фильм», «Документальный», «Лучший северокавказский» и «Лучший ингушский фильм». Перед церемонией награждения для конкурсантов и гостей выступили артисты республики, задав хороший старт мероприятию. Десятый международный кинофестиваль «Золотая башня» собрал впечатляющее количество работ. Из них 87 кинолент, включая 52 документальных, 15 игровых и 20 короткометражных фильмов, 17 кинолент из СКФО и 5 из Ингушетии. Одной из победительниц конкурса стала и наша коллега Рина Цичоева. Она около 10 лет работает на национальной телерадиокомпании «Магаз». Опыта для того, чтобы создать фильм, который по достоинству оценит не только жюри, но и зрители, у нее было более чем достаточно. Мне очень приятно получить сегодня такую высокую оценку от жюри. Этот фильм был посвящен главе республики Махмуду Али Калиматову «Служение Родине и народу». Я победила в номинации «Лучший ингушский фильм». На самом деле, когда я подавала заявку, я не ожидала, что такая высокая оценка будет. Очень приятно. Это мой труд, труд телекомпании, и я поздравляю нас всех. Еще одним из участников конкурса, представившим свой проект, стал Тимур Хван. На фильм у мужчины ушло около 3 лет. Режиссер снял автобиографическое кино «Командир» о герое Советского Союза Геннадии Зайцеве. Период жизни его захватывается где-то с 10 лет до 46. И заканчивается фильм освобождением. В 1988 году, 1 декабря, был захват заложников в Орджоникидзе, это сейчас Владикавказ. И вот как он освобождал вот этих детей, целый автобус, посвящен вторая половина фильма. А первая половина фильма посвящена его биографии. Учредители кинофестиваля, правительство Ингушетии и Союз кинематографистов России при поддержке Министерства культуры России и Ингушетии. Исполнителями проекта по проведению кинофестиваля стала компания «Ингуш-кино». Кинопоказы для зрителей и гостей республики проходили в кинотеатрах Ингушетии, в домах культуры сельских поселений Плиева, Кантышева, Яндаре, Инарки, Нестеровская и Алкун. С каждым годом наш фестиваль все больше привлекает к себе внимание, больше интереса. Даже вот, казалось бы, да, режиссеры, продюсеры, которые бы вот никогда не бывали в Ингушетии, никогда не отдали свои фильмы, в этом году они все вот передали нам права, фильмы, даже показы. Вот мы в 9 площадках шли показы. И очень много наших жителей посмотрело фильмов, которые они не смогут пойти в кинотеатре пока посмотреть. Даже есть среди наших фильмов конкурсных фильмы, которые даже в прокат на свой риск продюсер нам отдали. Поэтому я очень рада нашему фестивалю. Это самое главное событие, кинематографическое событие на Северном Кавказе. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.